Рустам Хмелидзе, Орел Папаидзе и злой волшебник Геннадий Шерикашвили. В одном горном, это как тост читается, это там у нас персонаж, где говорит тост. В одном горном селении жил храбрый джигит Рустам Хмелидзе, сын Мамуки. Поехал как-то Хмелидзе на охоту, настрелял много баранов, едет назад, вай, думает, как удачно, да? Всех соседей обрадую, скажу им, баранов настрелял, шашлык жарить будем, вино пить. Вдруг видит Рустам впереди дым. Ай, мама, что-то не то. Помчался Хмелидзе изо всех сил, прискакал, нет уже селения, одни головешки догорают. А где его стрелой? Записка прикола. Здесь был злой волшебник Ираклий Шерикашвили. Все поджег, людей взял в плен. Клянусь, шакал ты Шерикашвили все-таки! Закричал так Хмелидзе и кинулся в погоню, честное слово. 6 недель скакал Хмелидзе как бешеный и прискакал в темный лес. Куда теперь скакать? Ничего не видно, совершенно кругом, честное слово. Спичку поджег, дальше едет. Едет, спички сжег. Спички кончились, Хмелидзе темноте в яму упал. Почему Хмелидзе в яме стенки и нашел подземный ход? Пополз вперед, ползом, устал как собака. Лег отдохнул, поспал немного, поползал еще. Ползал. Наконец выполз куда? Смотри, твой, честное слово. На ветке дерева сидит один важный птиц. Большой, как лошадь, Орел Папаидзе. Сидит на ветках, смотрит оттуда вниз. А в когтях у него кролик висит. Орел говорит: слушай, Хмелидзе, куда идешь, да? Чего тебе не надо? Хмелидзе хотел ответить, но не смог. Птица эта, такой вонючий, сидит наверху, воняет, так честное слово. Стоять невозможно. Невозможно стоять с ним рядом, клянусь. Отошел Хмелидзе подальше, говорит оттуда: слушай, уважаемый Папаидзе Орел, ты летаешь много видел снизу тут, да? Скажи мне, пожалуйста, вот я, джигит Рустам Хмелидзе, живу как следует, никого не обижаю, посты соблюдаю, да? Бисо, например, ко мне приходит, дай деньги, говорит, не надо. Я говорю, на Бисо Рустаму не жалко. Все меня уважают, в конце концов, клянусь. Я по деревне еду, у меня конь такой блестит, тут бурка новый, газыри серебряные, папаха тоже новый сосед. А еду по деревне, важный такой, все смотрят, какой герой едет, честное слово, вай. И скажи мне, птица дорогой, зачем этот подлец Вахтанг Бабаишвили написал на заборе Хмелидзе собак? Я точно не знаю, Орел ему говорит. Может, твой Бабаишвили сам не понял, что написал. Просто из книги списал, не думая. Клянусь, я ему говорю, слушай, Бабаишвили, может, ты сам не понимаешь, что тут написал, может, ты из книги списал, не думая. Нет, отвечает, это моя мысль, клянусь. Я так думаю, я кинжал вынул, говорю, слушай, Бабаишвили, я тебя буду резать, да, если ты думать так еще будешь. Режу потихонечку и говорю, что теперь, Вахтанг, думаешь про Хмелидзе? Хмелидзе собак, отвечает. Я дальше режу, что скажешь? Хмелидзе собак, клянусь. Я его до смерти зарезал. Почему так, Орел, дорогой, получается, слушай? Я джигит, Рустам Хмелидзе, меня все знают и уважают, а этот подлец мне Хмелидзе собак пишет. Я его зарезал, клянусь. Но скажи мне, птица, этот Бабаишвили отдал всю свою жизнь, чтобы написать Хмелидзе собак. Может, это самый главный его мнение будет, написать Хмелидзе собак. Я тебе так скажу, Орел отвечает. Я Бабаишвили хорошо знаю. Это самый главный мнение его был. Хмелидзе собак. Тогда я его правильно зарезал. А то я думал, может, он пошутил. Слушай, Папаидзе, второй вопрос.
Почему, ответь мне, орел дорогой? Птица по небу летает, летает, змея по земле ползает, ползает, обезьяна на дерево лазает, лазает, рыба в воде плавает, плавает, а человек гордо ходит по земле на ногах. Почему так? У змея есть длинный живот, но нет ноги, как у человека. У человека есть ноги, но нет хвост, как у обезьяны. У обезьяны есть хвост, но нет крылья, как у птицы. Орел пошевелит свои крылья. У птицы есть длинный живот, как у змея, есть ноги, как у человека, есть хвост, как у обезьяны, и есть крылья, но нет жабры, как у рыбы. А у рыбы есть жабры, но нет длинный живот, нет ноги, нет крылья, и хвост короткий, по деревьям с ним лазать нельзя. Поэтому птица самый главный. Слушай, папа Зарел, что ты такой говоришь, да? Ты самый главный, ты такой вонючий, сидишь там, так воняешь, так честное слово. Какой ты главный? Ты понюхай, чем от тебя пахнет лучше, а потом говори так, клянусь. Лучше ответь, ты сверху не видел Ираклия Шаликашвили? Он мне нужен. Слушай, худолыцый, орел говорит молчу как лошадь. Ты меня обидел, да? Я живу 30 лет, 3 года. Я много видел, много знаю. Меня усы уважают. Когда сверху лечу, все говорят, полетел царь зверей, орел попается. А ты меня так обижаешь. Потому что ты высоко в небо летишь, оттуда не воняет. А если б летал низко над землей, все бы говорили, опять этот орел летает где-то рядом здесь, воняет сильно, клянусь. Ладно, ладно, не обижайся только. Ты же не виноват, что от тебя такая вонь. Лучше скажи, где Шаликашвили быстрее. Слушай, худолыцый, я тебе ничего теперь не скажу, клянусь. И ты теперь куда хочешь. Орел спрыгнул вниз с ветка и вверх полетел. Идет Фредеридзе дальше, недалеко ушел, чувствует, опять воняет. Смотрит, впереди сидит орел Папаидзе и воняет. Фредеридзе камень взял, кинет в орел. Орел сверху упал, внизу лежит. Фредеридзе орла за шею взял, говорит, я тебе, орел дорогой, шею оторву. Говори, где прячется Ираклий Шаликашвили. Скажи, что пошутил, что я воняю, говорит орел. Тогда скажи, где Шаликашвили. Хорошо, я пошутил. Клянись, что пошутил. Клянусь. Если ты правда пошутил, да, я тебе тогда дорогу покажу. Или за мной. Погоди. Фредеридзе говорит. Я тебе веревку к ногам привяжу, чтоб ты не потерялся. Летит сверху орел Папаидзе на веревке. Внизу худолица за ним идет, веревку держит. Слушай, Папаидзе, Худолица щупит. чем-то немного пахнет, честное слово. Понюхай, попробуй, да? Слушай, худолица, еще раз пошутишь, я на этой ветке сяду и буду сидеть. Сам тогда Шаликашвили еще понял, да? Не обижайся, да? Я пошутил. Походили еще немного. Худолица нос башлыком прикрыл, думает, слушай, не могу больше. Такой вонючий орел Папаидзе, клянусь. Друг, по небу летит навстречу длинный такой черный стрела и сразу убивает Папаидзе насквозь. Папаидзе на землю упал и умер. Фредеридзе смотрит, на стреле записка. Вонючий орел Папаидзе убил злой волшебник Ираклий Шаликашвили. Значит, идем правильно пока. Понял, худолица. Шаликашвили где-то рядом. Клянусь, убью Шаликашвили. Выходит худолица на поля. На поляне стоит Шаликашвили, чистит сапоги. Слушай, шакал, Худолица говорит. я тебя сейчас буду резать тут. Шаликашвили испугался, щетка бросил. Слушай, худолица, зачем меня резать в самом деле? Что я тебе плохого сделал? Ты, шакал, хотя бы убил стрелой моего друга, орла Папаидзе. Папаидзе был один такой, большой, как лошадь орел. Выхватил Фредеридзе кинжал и зарезал Ираклия Шаликашвили.
Самый главный на земле человек. Он может застрелить любой вонючий птица и победить любой сильный враг. Выпьем за человека.